Вопросы рождаемости и многодетности обсудили в Уфе. В мозговом штурме приняли участие глава Башкортостана Ради Хабиров, эксперты Агентства стратегических инициатив, молодежных организаций, студенческого сообщества, активисты. Об этом мы поговорим сегодня и в нашей программе интервью. Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Григорий Сайфуллин, директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив. Здравствуйте. Добрый день. Уже прошел мозговой штурм, уже круглый стол прошел. Что нового, может быть, почерпнули? Что нового прозвучало? Не просто мозговой штурм. Мы работали уже 4-й день сегодня в республике. Мы посетили разные социальные объекты. Ваши организации медицинские, благоустройство территорий, социальные объекты с экспертами. Это нам позволяет вместе определить, что потенциального можно дальше развивать в деталях, в контекстах. И мы провели большой анализ до нашей сессии и нормативно-правовых актов, и тенденций, статистики. И сформировали сейчас уже пакет предложений, там более 300 конкретных решений. То, что касается и поддержки в части улучшения жилищных условий, молодых, многодетных семей, поддержки беременной женщины, охраны материнства и детства. Такой план, он комплексный в целом. И здесь, с одной стороны, нам хочется какую-то одну волшебную пилюлю, чтобы, мы сейчас внедрили какую-то одну меру, внедрили, и все получилось. Но так не бывает. И поэтому мы здесь ведем с позицией максимизации уже действующих решений, чтобы они были максимально эффективными, удобными для семей. Глазами семьи посмотрели на социальные услуги. Не как, опять же, удобно порой госорганам или даже бизнесу, а с позиции восприятия семьи с маленьким ребенком, многодетных, вовлечения многовнуковых, многопоколенных связей, окружения, молодежи. У нас была потрясающая встреча с вашими ребятами, студентами из университета Уфимского науки и технологий. Это живой диалог о любви и семейном счастье. Там не про статистику, не про бюджеты, не про цифры. Там мы больше про как готовиться к встрече с человеком, как выбирать, какие необходимые компетенции, какие навыки. Мы с ними даже не говорили, а играли. У нас были там разные парные упражнения коммуникативные, ребята общались, разрабатывали разные для себя формы общения, вопросы обсуждали, самые важные и так далее. И сейчас мы, этот план сформировав, мы рассчитываем и дальше его обогащать совместными решениями, потому что как раз Ритович у нас был на встрече нашей, дал нам общий тон, мы вместе обсудили ключевые решения, но дальше то, что республика возьмет в работу, мы со своей стороны будем готовы помогать это внедрять. В течение 5 лет мы готовы бесплатно включаться в эту работу, потому что для нас общая цель здесь важна, как раз это семьи, дети рожденные, счастье в семье, в отношениях. И мы сделаем возможное для того, чтобы таких семей было как можно больше в республике и в России в целом. То есть будет своеобразный мониторинг того, какая ситуация есть сейчас и что будет происходить в республике дальше именно в плане демографии и рождаемости? Конечно, мы руку на пульсе держим. Буквально на прошлой неделе Росстат снова обновил данные по рождаемости. Мы обсуждали уже сегодня актуальные данные, мы сделали перерасчет текущей ситуации в сравнении с другими регионами, потому что вызов общий с позиции падения рождаемости, но регионы очень по-разному его преодолевают. И мы говорили про многие практики в регионах других, что можно адаптировать у нас в республике здесь, какие семьи пока еще нашим вниманием, возможно, обделены или не хватает этого внимания. Допустим, у нас мы видим большой потенциал семьи 30-39 лет, которых сегодня большинство в республике, а следующее поколение будет у нас в 1,5 раза меньше, потому что были у нас волны исторические, демографические. И, как правило, в этих семьях уже есть 2 и более детей, есть желание быть многодетными. Что сделать, чтобы семья имела необходимую поддержку, мы тоже обсуждали, потому что у вас система очень такая активная, с позиции практик, с позиции инфраструктуры, вы большие молодцы в этой части, но в части мер, которые касаются прогрессивной поддержки, пока мы видим, там еще резерв не использован. И тоже нам даны рекомендации, чтобы эту тематику тоже развивать. Вы привезли без малого 300 предложений, да? То есть это сотни, 300 это вообще не Мы мало. еще наработали очень много как раз на наших рабочих площадках, там еще разбираем наши материалы, обогатим еще этот план, да. И причем из них 85% не про деньги. Да, около того. То есть это больше половины. Да. Но такое ощущение, что большинство все-таки, именно когда планируют детей, рассматривают и бюджет. Конечно. Слушайте, я же прилетел из Москвы, а не из космоса. У меня там тоже 6-й ребенок родился. Там первый ребенок рождался, мы были студентами. Там первая ипотека, вторая, третья. Там порой были периоды, когда в магазине считал, могу я себе сыр купить сегодня с фруктами или нет. Потому что был автокредит, платеж по нему больше, чем моя одна базовая зарплата. Приходилось подрабатывать, вторая, третья, чтобы балансировать. Это очень понятно и жизненно. Просто мы понимаем с другой стороны, что только лишь деньги не решают ситуацию. Мы на самом деле не совсем без денег.
Мы попросили как раз Ради Фаритовича, внимание коллег и министров, Руслана Тагировича, наших коллег, чтобы 2 меры ключевые, как минимум, на них внимание обратить. Во-первых, например, это поддержка 3-4 детей, потому что федеральные меры, сфокусированные на поддержку материальную, капитал материнский, на 1-го ребенка, на 2-го ребенка. У нас есть федеральная выплата на погашение ипотеки на 3-го ребенка. А вот дальше, к сожалению, с 4 по 7 ребенка нет ни федеральных решений, ни пока значимых региональных. Коллеги тоже это отметили, сейчас там будут считать возможности поддержки такой, но это первая часть. Вторая часть касается жилья для молодых семей. У нас тоже много что было сделано, республика начинала, пилотные программы в стране, но сегодня такая ситуация, что часть семей нуждаются в поддержке, но, к сожалению, не хватает финансирования ни федерального, ни регионального. Мы указали тоже на это, чтобы этому внимание уделить. Есть и другие меры, там, и материального более меньшего масштаба с позиции нагрузки бюджета. Но просто мы понимаем, что бюджетно невозможно охватить все. Вот я готов подписаться, дать всем квартиру. Но просто я понимаю, что это неизбыточная мечта, и нам важно сегодня фокусироваться на тех, кто больше нуждается, с одной стороны, а с другой, там, где объективные обстоятельства не позволяют семье эту задачу самим реализовать. Ну, простой пример. Если у вас 1 ребенок и 2 работающих людей, это одна картина. Вы можете жить в однокомнатной квартире, вполне себе, если маленький ребенок, это возможно. Если у вас 5 детей, и есть там девочки, мальчики, подростки, вам нужно пространство, уже отдельные комнаты, пространство для жизни, а стоимость квадратного метра очень высокая сейчас. И поэтому понятно, что многодетные семьи, у которых там 5, им часто даже ипотека недоступна, потому что банки отказывают. В кредитный потенциал не рассчитываются пособия, а доход папы, если он вообще есть в семье, делится на всех лиц на иждивении. Мама уже может не работать, потому что ей нужно заниматься детьми, либо там другая модель, но так или иначе расходы высокие, а доходы среднедушевые ниже. Вот в этом случае мы должны понять, что помогая этой семье, это не затраты. Мы инвестируем в наше будущее. Дети, которые вырастут, именно они внесут больше вклад в экономику республики и страны. Именно они будут поддерживать людей пожилых, когда мы состаримся с вами. Пенсионная система устроена так, что мы работаем сейчас, поддерживаем пожилых, и дальше мы должны к этому подойти и так далее. И в этом смысле мы поэтому внимание такое уделяем. Но ценности, например, обслуживание в системе здравоохранения. Если вы пришли с маленьким ребенком, или у вас там много детей, если вам много детей, вам нужно справки собирать на 1 ребенка, на 2, 3, 4, то вы это делаете там 2-3 недели. Можно ли сделать расписание для вас подобрать, пусть планово, там, не сегодня, там, через несколько дней, но всех врачей по очереди в один день. Есть детские комнаты в медорганизациях, нужно развивать, чтобы можно было ребенка оставить, пройти с каждым по отдельности. И в этом смысле мы снимем нагрузку самой семьи. Это же не про деньги, это про организацию нашей работы. Но значимая поддержка для семьи, конечно. Или мы говорим про то, что работники в компаниях могли получить бы какое-то время там, оплачиваемых 3 дня после рождения ребенка. Да, это как бы вклад получается денежный. Но он, во-первых, возместится работником, когда он вернется благодарный, что его поздравили таким образом с рождением ребенка в компанию. И если работодатель это делает, он для себя сэкономил деньги. Потому что сегодня рынок кадров такой, рынок труда, что работник, если чувствует себя винтиком в общем механизме, когда спицы в колеснице, он 100 раз подумает, стоит ли ему оставаться, если не уважает его там семейные важные цели, желания, там, долгожданный малыш на руках. А если ему идут навстречу, то и он будет более лояльный, вовлеченный, способный усваивать инновации и производительнее труда в своем. То есть в этом смысле мы сейчас ищем вот такие решения, которые бы касались не только с позиции чисто финансовых решений, но увлекая окружение, работодателя, общества и так далее. Много мер касательно, конечно, семейных ценностей. Но вот у нас проблема. 100 браков, и на 100 браков в среднем по стране около 70 разводов. И у нас тоже в республике Башкортостан. Это что, про деньги? Бывает причина, что материально влияет на нас, и мы там больше раздражаемся, больше конфликтуем. Конечно. Но все-таки это про отношения между мужчиной и женщиной. Мы не учимся в школе, не учимся часто в семье культуре этих отношений. Алгоритмы вы часто используете в своей жизни? Или косинусы и синусы? Это важно, я не хочу их убрать из программы. Это важно формировать, для инженеров это важно. Но для людей обычных, там, гуманитариев, или, там, которые не занимаются расчетами постоянными, и которые там, еще не используют программы специально для расчетов, это не так применимо. Это нужно развивать. Но мы говорим еще о том, что нужно коммуникативные навыки развивать. Вопросы, которые касаются ответственности, самоорганизации, вопросы преодоления конфликтов, понимания закономерной стадии развития каждого семьи и отношений. Это поможет людям
внутри себя обрести спокойствие, а лучше даже счастье. Потому что человек несчастливый – это человек и плохой работник часто. Понимаете? И наоборот. Вот в этом смысле мы очень много обсуждали и про ценности, и про поддержку беременной женщин, послеродовой и так далее. Долго можно перечислять, но мне кажется лучше, если не будем об этом говорить, а наши семьи почувствуют эту реальную помощь в течение ближайших 5 лет. Возможно ли это, вот именно эти изменения, меры, о которых вы говорите, да, особенно вы говорите, еще, конечно, методы, меры семейных ценностей, как вот их, вот, сама формулировка смущает, если честно. Что значит меры семейных ценностей? В каждой семье должны быть ценности. Это же из семьи человек получает, но никак не в школе. Ну, вы правы, конечно, но дело в другом. Сейчас часто наши дети, которых мы, взрослые, виноваты, что просто от них откупились смартфоном в коляску, воткнули ребенку, чтобы он просто дал возможность родителям там чем-то заняться своим. Мы потом получаем плоды, когда мы дома находимся за одним общим столом, а находимся не в моменте. Каждый в своем цифровом мире находится. Деформируется общение и коммуникация. Не говоря уже о том, что часто не воспринимается то, что говорит бабушка своему внуку, какое-то поучение, потому что барьеры межпоколенческие у нас разрывают ткань наших семейных отношений. Второе. Мы должны понимать, что часто на семьи бывают и неполные в том числе, где ребенок не видит, например, примера отца своему. И ему тяжело усвоить эту социальную модель, которую как бы он в теории слышит и понимает, но в реальности, примере, он не видит. Мы же учимся тому, что видим у себя в дому. Мы можем стать другими, но требуется саморефлексия, должна быть мотивация. А для этого нужно, например, сообщество, среда для взаимоподдержки. Мы проводим с вашими студентами семинар, но никакой семинар образовательный не меняет ценностные модели поведения. Установки – да. Стереотипы некоторые разбираем – да. Но меняется в культуре самой среды. Мы видим, когда есть сообщество семей, малодетных, молодых семей. Там включаются в том, что мы общаемся с людьми, близкими по духу, по ценностям. В этой среде общаются наши дети. Возникают эффекты дарообмена, взаимоподдержки. Одни построили дом, другие подсказали и так далее. И вот в этой части тоже большой резерв. Это про деньги? Нет. Но это как раз про культуру вокруг. Мы говорим про многодетность, про ценности. А где я встречаю, кроме своей семьи, даже если у меня там семья многодетная, родовая? Я прошел по вашим кварталам в центре Уфы. Прогулялся целый час, специально искал, что есть про семью. К сожалению, я констатирую, что очень много молодых ребят, очень красивая инфраструктура, качественные есть площадки и так далее, но про семью очень мало. У вас стоит там в центре города памятник Пушкину, Аксакову недалеко и так далее. А можем мы сказать о том, что они были из многодетных семей, Пушкин был вообще многодетный отец, извините. После брака с Натальей Николаевной, когда он с Болдина вернулся, это был другой Пушкин. Одно дело был в молодости такой, Повеса, Гуляка, там, Анна Керн, я помню, «Чудное мгновение», еще 22 женщины, которых нам известно. А потом другой стал Пушкин, который не хотел из Михайловского уезжать, который хотел как раз развивать. И другие произведения он уже сотворил. Он умирал, он защищал жену на дуэли там, с Дантесом, вся эта история. Умирающий Пушкин там, в горне. То есть мы говорим про то, что это путь развития, что семья помогает человеку даже созревать, развиваться. Таких примеров масса. Там Склифосовский 9-й ребенок, Федор Конюхов, многодетный отец, облетел весь мир и так далее, и так далее. Мы должны просто о том говорить, что это повседневности. Мы, наверное, можем встраивать просто нативно, тонко в культуре визуальное оформление улиц, общепита, здравоохранения. Зашел, получил качественную услугу, а для себя увидел фотографию женщины счастливой, обнимающей ребенка, и вокруг которой дети и муж, и подпись «Самые красивые женщины, беременные и кормящие». Может быть, это субъективно, но я вот в этом уверен, я по своей жене это вижу, каждый раз переживаю. Но можем мы человеку просто дать возможность задуматься об этом, что семья – это не противоречие против карьеры. У нас в республике огромное число директоров заводов, владельцев крупного бизнеса, руководителей госорганов и так далее, успешные, многодетные или долгожители в семье. Даже, может быть, не будет детей, но бывает здоровье ограничено, не получается у людей, даже если хотят. Но могут заботиться о семейных проектах, о детях, не вносят свой вклад. То есть может быть и так, как пример любви и отношений. Вот мы говорим про это, что это не просто лишь сухой план, цифры и так далее, а за цифрой человек. За нормативным актом у нас стоит изменение качества жизни людей. Вот об этом речь. Мы говорим о малых городах, мы с коллегами говорили про сельские населенные пункты, потому что мы стягиваемся в агломерации. И, наверное, это часть закономерный процесс развития, но обезлюживание территорий. У нас огромная страна, и мы хотим, чтобы люди, которые желают жить в малом пункте, чтобы они имели возможности для этого. Инфраструктурно, и транспортно, и так далее, и так далее. Вот мне кажется, в таком синтезе, когда мы объединяем и медиа, и образование, культуру, бизнес, общество,
конфессии наши традиционные, мы сможем достичь некоторого результата, который умещается в слово «жизнь». Какие бы вы дали советы молодым людям, которые сейчас задумываются? Вот, самые главные, может быть. Советы легко давать. Знаете, пусть каждый сам для себя выбирает. Я могу по себе сказать. Вот я тоже создавал семью в студенчестве. Было порой непросто, но я благодарен Богу, что и своим родителям, что они это решение поддержали, своей супруге за определенный путь. Были порой очень тяжелые моменты жизненные, но пройдя их вместе, мы ощущаем вот эту общность совместного совместного бытия. И оглядываясь назад, я бы точно повторил бы момент в части того, чтобы не откладывать рождение детей, не откладывать создание семьи. Потому что карьерно все это придет. Но когда там вечером открываешь просто квартиру, я сейчас вот тоже как раз такие встречи жду, да, когда вернусь домой, чтобы просто обнять своих малышей, с ними пообщаться, поговорить с супругой. Это то, ради чего и стоит жить, потому что все может быть приходящим, а это главное. Я сейчас себе говорю, сам понимаю, что часто мы порой в командировках не соответствуем некоторым этим позициям, но важно в моменте. Потому что даже если мы мало времени проводим с близкими, чтобы это время было качественным, с позиции содержания и смысла. Вопросы, о чем мы общаемся с близкими людьми. Молодым ребятам я желаю просто понимать, что семья – это самый крутой тренинг личностного роста. 24/7. Люди платят деньги, а тут ты бесплатно узнаешь сам себя со стороны, тебе подсказывают. Ты постоянно преодолеваешь какие-то вызовы, и ты развиваешься, мотивация формируется. У многодетных меньше развлечений с позиции там, знаете, бытовых, выйти, там, потратить. Но ты дома получаешь заряд энергии, и тебе очень хорошо, даже без допингов самых разных, которые люди используют. Там, я имею в виду алкоголь, например. То есть у нас, я за рулем всегда, у нас там дети, мы включены в процесс. И вот мне кажется важным, что даже если какие-то трудности есть, дай Бог, чтобы спустя годы собраться вместе там, за общим столом, вместе увидеть, что как бы, дети выросли, и все было не зря. Я знаю депутатов Госдумы, знаю крупных бизнесменов, которые порой говорят, что, ты знаешь, лет назад мы жалеем, что мы отложили рождение ребенка. Сейчас как бы материально все есть, а уже не можем родить, либо это тяжело с позиции здоровья. Медицина не преодолевает многие последствия. Даже вот там наши высокие технологии, ЭКО, это же не лечение, это преодоление бесплодия. И далеко не всегда это получается, не говоря уже про этическом вопросе всех этих процедур. И вот важно здесь понять, что лучшее время для создания семьи – это сейчас. Если у вас есть близкий человек, любимый, точно ничего не бояться, вместе, просто взявшись за руку, идти преодолевать. И в этом смысле, мне кажется, что как раз те моменты, которые будут формироваться сокровенно, они спустя годы будут ценны тем, что есть там совместная традиция, совместно прожитое время и ощущение момента жизни. Потому что важно не количество дней, а чем, либо встреча с кем мы его наполнили. Спасибо вам огромное. Мне просто нечего добавить. Я Спасибо думаю, это большое такая тема, о которой можно очень много говорить. Я надеюсь, Да. что мы с вами еще не раз увидимся, чтобы обсудить Буду рад. эти актуальные вопросы. Спасибо огромное. Спасибо большое вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.